Это актуальное интервью в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Северо-Восточный федеральный университет стал площадкой для проведения важного мероприятия. Студенты дальневосточных вузов собрались, чтобы обсудить результаты смены «Вахта памяти. Ржев. Дальний Восток». Сегодня мы поподробнее поговорим об этом. У нас в гостях в студии Саргалана Нестерева, заместитель проректора по внеучебной работе и молодежной политике Северо-Восточного федерального университета. Саргалана Иосифовна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о мероприятии дальневосточной смены «Вахта памяти. Ржев. Дальний Восток». Что же это за проект и почему он имеет такое большое значение? Да, на самом деле мы 6-7 октября провели Дальневосточный патриотический форум поисковых отрядов «Вахта памяти. Ржев. Дальний Восток». Приняли активное участие не только наши региональные вузы, мы также пригласили ребят, которые именно принимали участие в поисковых вот этих вот работах, то есть наш Дальневосточный федеральный округ. Конечно же, хотелось отметить, что активные ребята из Забайкальского, Тихоокеанского, Амурского государственного университета, Бурятский государственный университет был, и, конечно же, наши друзья из Дальневосточного федерального университета приняли активное участие. Ну и, конечно же, наши региональные вузы АГИКИ, АГАТУ и Чурапчинский государственный институт физкультуры и спорта. Всего приняло активное участие более 400 членов патриотических и волонтерских движений и вот эти вот наши студенты, активисты. Хотелось отметить, что к нам были приглашены организаторы. Это первый заместитель постоянного представительства Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации Сафронов Александр Дмитриевич, был сын нашего героя Советского Союза Федора Хлопкова, Роман Федорович Хлопков. Также, конечно же, у нас были, сам ректор был как представителем, гостем, наоборот, хозяином этого проекта. И очень много мы говорили о патриотизме, о работе поисковых отрядов. Мы открыли площадки не только пленарного заседания, круглые столы были, дискуссионные площадки и проектная деятельность была в конце, конечно же, экскурсионная программа для наших гостей. Обсуждались такие вопросы, конечно же, что мы планируем в будущем, и о каких-то новых форматах проведения поисковых работ. Были приглашены из Новгородского патриотического военного поискового отряда «Медведь» Тума Игорь Григорьевич. И были наши поисковики из Чурапчинского, Сунтарских улусов. Вот. А получается, что название «Вахты памяти. Ржев. Дальний Восток» отражает всю суть. Получается, наши ребята из Якутии отправлялись туда, в центральную часть России, для того, чтобы проводить какую-то работу. Да. В городе Ржев, там под Ржевом, именно этот лагерь был им в честь нашего героя Федора Хлопкова. И там был развернутый именно проект посредством нашего Республики Саха-Якутия именно по поиску наших солдат, которые остались без вести пропавшими или кто-то не захоронен. Поэтому поисковые отряды были именно туда централизованно собраны. В этом году, это уже третья будет смена была, в 2021 году тоже более 70 студентов из разных вузов собрали и нашли более 20 тел, получается, да, бойцов. В 2022 году тоже были такие же смены и нашли, по-моему, 5. И в этом году их 7 нашли. В этом году, кстати, присоединились к нам из Донецкой Народной Республики студенты. И вот как рассказывал сам Александр Дмитриевич Сафронов, что мы хотим в будущем сделать этот проект международным. То есть подключить туда Казахстан, Беларусь, Кыргызстан и, по-моему, еще какие-то другие.
Но если мы заговорили о сотрудничестве со странами СНГ, значит ли это, что наши ребята с Дальнего Востока будут отправляться также на территории бывших союзных республик и проводить какую-то поисковую работу там? Да, конечно, наши ребята обязательно поедут, об этом мы уже говорили. И мы еще планируем не только в Ржев, мы знаем, что наши якутяне, бойцы погибли очень много на озере Ильмень. И вот эту работу мы тоже хотим в этом направлении провести, более тоже собрать отряды, но это пока планы, пока это обсуждается. Ну, вот это под руководством нашего университета и вот Думы Игоря Григорьевича, который вот уже работает там не первый год. Но в целом вахта памяти была запущена с целью патриотического воспитания. Какие еще мероприятия у вас в университете проводятся в этом направлении? С начала учебного года, конечно, очень много мероприятий мы уже провели, участвовали в всероссийских акциях, ну, которые, можно сказать, сейчас вот в сентябре мы провели, это был 1418 шагов, это всероссийский такой пробег, и письма солдатам. Весной, конечно же, это ближе к маю, это окна победы, свеча памяти, это среди акций, и лес победы. Вообще по патриотическому воспитанию у нас проводятся спортивно-военные такие подготовки, конкурсы. Если мы ранее проводили внутри своего вуза, то в этом году мы этот конкурс хотим провести между вузами нашего региона. Также у нас проводятся встречи с участниками СВО, то есть наши выпускники, которые уже там приехали оттуда, да, на отпуск. Мы с ними встречаемся. Для студентов они рассказывают, ну, в общем, да, что и как там. Конечно, с героями России Александром Колесовым мы встречались не один раз уже, и нашим Николаем Потаповым. Также мы проводим встречи, экскурсии в структурах МВД, они наши кураторы, проводят они нам экскурсии. Очень интересно было, конечно, это была закрытая зона, конечно, отряд ОМОН, Бизон пригласили наших студентов, показали и провели экскурсию в общем. Мероприятия, которые направлены на патриотическое воспитание, охватывают студентов всех курсов или вот есть все-таки акцент на ребятах постарше или все-таки помладше? Нет, мы охватываем всех курсов. У нас же есть еще военный учебный центр. Он проводит экскурсии не только для наших студентов, но и для школьников, и для СУЗов, да, студентов. Поэтому думаю, что охват у нас достаточно большой, и всем интересно. А в военный учебный центр университета охотно ли вступают молодые ребята? Сейчас вот как раз идет сбор на следующий уже учебный, да, у них получается тоже определенные сроки. Есть, конечно, бывают проблемы, где родители не согласны. Если сам студент согласен, то бывает, что родители против. Ну, просто они не понимают иногда, что это, скорее всего, они думают, что сразу заберут их туда, да, мобилизуют, и будут они участниками СВО. На самом деле это не так. Это, скорее всего, освобождает от срочной службы, во-первых, и они уже имеют свой военный билет, но так таковой у них нет. Ну, то есть есть отсрочка. Светлана Иосифовна, раз вот мы с вами заговорили о патриотическом воспитании, возможно, какие-то изменения произошли и в историческом факультете Северо-Восточного федерального университета. Там у ребят появилась какая-то дополнительная нагрузка. Может быть, они проводят какие-то открытые лекции или просветительские мероприятия для того, чтобы какой-то свой профессиональный уровень поднять. Да, на самом деле Министерство науки и высшего образования же с этого года нам добавило часы и определенные дисциплины, основы российской государственности и истории России мы часы увеличили. И есть еще определенные, ну, кураторские часы, служу Отечеству. И мне кажется,
что студенты исторического факультета видят свою важность и ответственность перед тем, как, например, стать членом. Например, у нас есть гражданско-патриотический центр «Отчизна», и они являются, студенты, самые активные членами этой организации. И хочу сказать, что у них мероприятий тоже достаточно много, тоже патриотического формата. А вот чем ребята занимаются в отчизне и как туда попасть? Сейчас вот будет уже новый набор, так как предыдущая команда уже выпустились, и новый набор пока мы вот в октябре должны сделать. И председателем его является Иванов Юрий. Ну и, конечно же, у нас в университете есть студенческий координационный совет, куда входят все вот эти студенческие организации, и можно подойти к нам в управление студенческим развитием, где вот координатор, председателем является Слепцов Степан Борисович. Вот он организует. То есть подходите в управление студенческим развитием. Можно прямо адрес говорить, да? Да, конечно. Улица Аюнского, 19/1, кабинет номер 1. И такой еще вопрос. До начала специальной военной операции, если бы она не случилась, то у нас, наверное, не уделялось бы такое внимание патриотическому воспитанию. Раньше первичная профсоюзная организация Северо-Восточного федерального университета занималась профориентационными курсами, когда ребята выезжали в различные районы нашей республики, по населенным пунктам проводили какие-то мероприятия среди школьников и зазывали, так сказать, школьников: поступайте к нам на факультет или в институт. Сейчас проводятся такие мероприятия также среди школьников по разным районам республики, но с уклоном больше на патриотизм. Да, примерами могу сказать, у нас в наших российских студенческих отрядах не только в первичной профсоюзной организации есть такие отряды, которые занимаются профориентационной работой. Есть снежные десанты, которые выезжают в улусы, в районы наши, и не только рассказывают про факультеты, институты нашего вуза, они и занимаются волонтерской деятельностью, они показывают своим примером, что они болеют любовь к родине, бережливость к природе, экологии, поэтому я думаю, что наши будущие первокурсники будут такими же активными, как и наши вот студенты-активисты. Хочется надеяться, что произойдет действительно так. Благодарю вас, Саргалана Иосифовна, за то, что нашли для нас время и ответили на волнующие вопросы. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.